Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Коридор затмений. Что ждет вас в этот период времени, что будет происходить с вами, как будет меняться ваша жизнь. Коридор затмений у нас с 7 числа по 21. 7 начнется коридор затмений с лунного затмения, ну и закончится 21 частичным солнечным затмением. Загадайте, пожалуйста, мои хорошие, на себя, и пусть нужная и важная информация вас обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Прям залипла на фрагмент. Смотрите, здесь птица на утку похожа на воде. Видите, на волнах. Вы на этой утке стоите. Здесь у вас огромная такая миска. И рыба сама в эту миску падает. Вон какой-то человек накладывает, да, рыбку в миску. Очень крутой знак. Тьфу-тьфу, слава богу, чтобы не сглазить. Мои хорошие. Этот коридор затмений, он как будто бы перезапустит ваш финансовый канал. Если у вас были проблемы с деньгами, финансы, работа, бизнес, в принципе, средств на жизнь не хватало, и вы в каком-то бедственном положении находились, у кого-то там долги, кредиты, не выпутаться, не выбраться, то этот коридор затмений, он убирает весь негатив, который был связан. Потому что вода, по которой плывет ваша утка, она очень черная. Ну, как будто бы, знаете, вот как очищение пройдете. Проживете этот период и пройдете очищение. В эти два затмения, в лунное и в солнечное, как будто бы какой-то вот негатив. Очень похоже, кстати, на сглаз. Вот как будто бы уйдет из вашей жизни. Кто вас сглазил, я не могу сказать. Вы все слишком разные и не показывают. Может быть, вы с этим сглазом живете уже там несколько месяцев, может быть, несколько лет, десятилетия, может быть, живете. Но явно был какой-то негатив. Какой-то негатив именно на финансы вам направлен. И теперь это уходит. Уходит, сглаз уходит. Очищение. Да, через два затмения вы проходите очищение. Я, наверное, возьму карты. Просто мне самой даже очень интересно. Я хочу узнать, откуда был этот негатив и что это за негатив. Обычно коридоры затмений в эзотерике называют порталами трансформации. И для вас, судя по всему, по этим двум затмениям и будет та самая трансформация-избавление, очищение. Как будто бы от какого-то негатива, зла, зависти, дурного глаза избавитесь. Вот кто зашел на эту отсыпку, вас сюда явно ангелы привели, потому что вы, скорее всего, очень плохо себя чувствуете, вы страдаете этим вопросом, да, почему такие беды, неприятности в моей жизни, почему я не могу выбраться из долгов, почему я не могу свести концы с концами. Вроде и работаю, стараюсь, а деньги, они приходят и просто молниеносно уходят из моей жизни. Все в темную воду уходило. Вообще вы рождены человеком с легкой рукой, золотой рукой, да, то есть вы легко можете зарабатывать деньги, но из-за какой-то негативной энергии вы все теряете. Сейчас я посмотрю. Мне прям самой интересно. Здесь близкая женщина, с семьей связанная женщина, с родом связанная женщина. От нее негатив пошел. Именно от нее. Здесь какие-то слова читались, либо слова были сказаны, может быть, даже какие-то проклятия. У кого-то отыграется, что это родовое, не на вас конкретно, но на ваших родственников. Но опять же, вы же понимаете, да, если ваши родственники, там, ваши родители тяжело работали, много работали, а ничего не заработали, и в бедности жили, может быть, даже бабушки, дедушки, да,
всю жизнь тяжело работали и ничего так и не смогли себе заработать приличного. Ну, потому что не получалось, да, не получалось. Это вот по роду передается родовая карма. А у кого-то, возможно, женщина именно в семье, принадлежащая вашей семье по праву крови, либо по праву союзов, связей, да, может быть, эта женщина, она, ну, свекровь, допустим, да, либо теща, если вы мужчина, может быть, эта женщина, там, не знаю, сестра двоюродная, троюродная, может быть, это заловка, да, либо как это называется со стороны мужчины, сестра жены, я не знаю, заловка это если мужа сестра, да, а если сестра жены, я не знаю, напишите в комментариях, кто разбирается. Какие-то страшные слова были сказаны, плохие слова были сказаны, либо какие-то даже обряды проводились. Ну, вам башню поставили, вам дороги закрыли. Были закрытые дороги и для вас, и для ваших близких. То есть обреченная какая-то ситуация, да, работать как раб и ничего не иметь, все терять, чтобы все у вас не в ноль, а в минус уходило. Зачем эта женщина это делала? Зачем она на это пошла? С какой целью? Ради чего? Что могло сподвигнуть эту женщину на такие ужасные вещи? Зачем она это делала? По какой причине? О боже, как там говорят французы, если что-то случилось, ищите женщину. А в вашем случае причина мужчина, да? Ну, тут мужчина виновник, либо мужчина первопричина всех этих событий. Возможно, этот мужчина, он отказался от женщины, либо эта женщина хотела этого мужчину себе. Может быть, там, ну, измена произошла, да? Может быть, мужчине мстили, да, и на вас легло, потому что вы его любили. Причин может быть много. Тут еще и с мужчинами могут быть проблемы, либо если вы мужчина, у вас сплошные проблемы в жизни, неудачи и проблемы. Но это женщина, да, из-за женщины все произошло. Она вам мстила, либо женщина мстила из-за мужчины, либо женщина мстила мужчине. Вот и все. Вот отсюда и беды. Видите? Тотем у кого-то медведь. Ну, что было, то было. Этот коридор затмений для вас очень благоприятный. Если вы занимаетесь какими-то практиками, либо знаете какие-то молитвы, либо у вас есть возможность что-то предпринять, провести какой-то обряд, очищающий, избавляющий, меняющий судьбу, очищающий карму. Смотрите, само по себе затмение – это момент разрыва между прошлым и будущим. Этот момент обнуления настоящего. Потому что настоящее мы в нем живем, да, момент здесь и сейчас. Это настоящее. Прошлое – это то, что было, а будущее – это то, что будет. В момент затмения происходит это обнуление. Плюс у нас еще и Луна убывает. Да? Если вы знаете, умеете, либо кто-то вам подсказал, научил, прям ежедневно практикуйте, прям до 21 числа, до солнечного затмения. Вы сами себе способны помочь, вы сами себе можете изменить жизнь. В принципе, у вас уже хороший задел, да, потому что судьба говорит, высшие силы говорят, что да, мы тебя очистим, ты достойный человек, ты это заслужила. Заслужила, если мужчина смотрит. И плюс вы можете это все усилить себе на благо, практикуя дома сами. Можно обращаться и к специалистам, но специалист должен быть настоящий, проверенный. Вот такой, чтобы, вот, знаете, по живым отзывам, чтобы вы конкретно знали человека, которому помогли. Либо там много хороших живых отзывов, не купленных, там, где по этому шаблону, да, одинаково пишется. Не вот это, что люди саморекламой занимаются. Вот, кстати, я много раз говорила, что люди, которые действительно обладают, могут, делают, они никогда сами себя рекламировать не будут. Им это не нужно, не нужно.
А если человек занимается тем, что он как зазывало орет там на всех углах, вот приходите ко мне, у меня там 3 места осталось, я скидку даю, я то, я все. Этот человек не востребован, да? Человек не востребован. Значит, люди недовольны услугами этого человека, ему приходится, либо ей приходится себя рекламировать. Это прям показатель, самый важный показатель. Люди, которые действительно обладают, им не нужна реклама, потому что это сарафанное радио, лучше любой рекламы, там толпы, там люди и днюют, и ночуют, лишь бы помощь получить, да. Очень сложно попасть к настоящим людям. Просто не пробьешься, там очередь, сами понимаете. Вот, если вот все эти зазывания, предложения, еще скидку вам обещают дать, сами понимаете, да. Это все не то, это все просто зарабатывание денег. Так, ладно, это я отвлеклась, это просто я вам хочу подсказать. Очень хороший знак, он в начале отсыпки, он в корне отсыпки, он многообещающий. Также, смотрите, опять трехлистный клевер показали. Недавно тоже у вас, я видела, в отсыпке тоже был клевер. Но в прошлой отсыпке клевер был прям в истоке. Сейчас он чуть выше над вашей головой. Дарована удача, даровано везение, либо какое-то невероятное событие произойдет. Кстати, вот невероятные события я еще на кофе видела. Там 2 события показывали. 2 раза человек возвысится. А здесь вот именно просто показали трехлистным клевером. Может быть, вы мою ту предыдущую отсыпку не видели, а зашли на эту. Это большая удача, это большое везение, либо событие потрясающей силы, очень благостное и очень судьбоносно влияющее на вашу жизнь. Прямо над вашей головой это трилистник. Был бы 4-листник, я бы сказала: все, идите покупайте лотерейные билеты. Буквально там в ближайшие дни выиграете. Но тут 3-листник, здесь что угодно может случиться. И именно повезет, либо придет удача в тот момент, когда вам прямо она по судьбе, и она вам нужна. Так, и еще в коридор затмений. Все маски будут сброшены, все маски будут сорваны. Никто не сможет остаться под маской. Никто не сможет остаться в камуфляже, да, либо в этом карнавальном костюме. Очень много открытий, кто люди, что на уме, в чем грешны, в чем святы, да, вот все это откроется. Вас ждут как и разочарование, так и восторг. В каких-то людях вы прям очень сильно разочаруетесь и даже, возможно, будете дистанцироваться от этих людей. А к другим людям, наоборот, вы испытаете привязанность, будете восторгаться этими людьми, восхищение испытаете и будете сближаться с этими людьми. То есть все откроется. А с другими вы будете сближаться, сокращать дистанцию и плотнее общаться. Вот как все откроется. Кто бы что ни скрывал, что не прятал, ни в уме, ни за пазухой, ни за спиной, все это раскроется. И, кстати, про вас тоже очень многое раскроется другим людям. Да? Вот все перед друг другом сбросят маски в этот коридор затмений. Но я так понимаю, что вам нечего бояться. Единственное, что я вижу, что у вас есть тайна, либо вы чужую тайну храните. Вот тут тоже может быть момент, что вот все раскроется, все вскроется. Но если это ваша тайна, и она раскроется, значит так правильно, значит так и должно быть. Чтобы идти в новое будущее, чтобы создавать и строить новое будущее, нужно избавиться от всего старого. Может быть, и давно пора рассказать эту тайну. Если вы чью-то тайну хранили, так это же не ваша вина, если она раскроется. Да? Вы ничего не будете говорить, вы верны своему слову. То есть это, скорее всего, кто-то другой проболтается, либо сам человек, чья это тайна, расскажет, да? Потому что так будет влиять на него небо. Коридор затмений так будет влиять. Так, еще, мои хорошие, какие-то тревожные события могут происходить в политике, экономике, в мировом правительстве, да, в разных странах могут какие-то тревожные моменты происходить. Но это все потому, что коридор затмений обостряет восприятие, чувства, эмоции людей. Много может быть конфликтных ситуаций, но вам предупреждение: никуда не лезть, да, ни в какие конфликты не лезть. Не стоит оно того.
ну, люди просто на эмоциях, да, будут выяснять отношения. Даже самые лучшие друзья, либо родные люди могут конфликтовать в этот период. Ну, это карма, это зов кармы, да, когда людям нужно выговаривать то, что им там накипело, наболело, то, что они долго там в себе носили. Это нормально, это естественно. Конфликты как будут начинаться, так и резко будут заканчиваться. Если отношения настоящие, то через конфликты эти отношения будут развиваться. Да? Люди будут понимать, что мы не можем друг друга потерять, мы самые лучшие близкие друзья, либо мы действительно любящие друг друга люди. То есть будут отбрасываться всякие такие, вот, знаете, моменты там, претензий. То есть через конфликт укрепление отношений идет. И если отношения не настоящие, то эти конфликты, они будут роковыми. То есть люди будут расходиться, ну, для того, чтобы выстраивать новые цепочки общения, да, новые связи, новые союзы. То есть очень много будет там повсеместно. Там, и друзья будут конфликтовать со своими там, мужьями, женами, родственники с друг другом, там, соседи с друг другом. Вот все будет, это как чистка, да, великая чистка. Зов кармы, да, это именно так называется. Это не как судный день и не судное время. Это просто карма. Карма, которая выходит на поверхность. То есть здесь как бы все приходит к балансу. Ненужные связи рвутся, а нужные связи, настоящие связи, они наоборот будут укрепляться. Так, еще. Здесь показываю человека, который долго о чем-то молчал. Бесконечно долго молчал. Уж не знаю, по какой причине, я этого не вижу, но этот человек начнет говорить. И то, что этот человек будет говорить, будет вас шокировать. И даже в каком-то моменте прям до слез, да, вот много эмоций испытаете. У кого-то отыграется, что близкий и знакомый человек всю жизнь вас любил, но всю жизнь молчал о своей любви, а тут он вам все это, значит, выскажет. У кого-то отыграется, что человек перед вами в чем-то виноват, и человек всю жизнь нес в себе этот грех, да, муки совести испытывал, тут человек во всем признается. Ну вот как раскроется, этот человек перед вами раскроется. У вас будут слезы, но эти слезы, они скорее больше от удивления, от шока. И вы как чувствуете боль этого человека, да, вот эмпатия у вас пойдет к этому человеку. Тоже отношения очень сильно у вас поменяются, очень сильно к лучшему поменяются, сразу говорю. У кого-то так и отыграется, что человек всю жизнь бок о бок с вами был вам лучшим другом, либо был вам лучшей подругой, была вам лучшей подругой. А тут выяснится, что человек всю жизнь вас любил. Всю жизнь, да, вот прям рядышком с вами из-за этого и находился. От каких-то возможностей отказалась, либо отказался, вот лишь бы рядом с вами быть. У кого-то другое отыграется, что человек через время, да, может быть, не виделись там несколько лет, либо там 20 лет не виделись. Человек вернется в вашу жизнь, чтобы рассказать, что все это время вас любил. Любил и ждал, да, любил и надеялся. Либо даже не надеялся, просто любил. Ну вот такое открытие прям идет. Так, еще. Здесь какие-то люди падают, причем, ну вот по независящим от них обстоятельствам, просто вот на ровном месте падают. Падают болезненно. Эти падения — это как потери. Но хочу сразу сказать, что будут падать только люди, которые очень грешные, да, у которых вот прям эти грехи перевешивают добрые дела. Человек из-за этого теряет стабильность и начинает падать. То есть люди могут и травмироваться в прямом смысле слова, и чем-то болеть. Люди могут терять, люди могут попадать в какие-то ужасные патовые ситуации. Знаете, что именно грешники будут падать? Праведники возвышаться, а грешники будут падать. Именно так мне идет. В коридор затмений у вас будет как несколько шансов, как что-то получить, либо чего-то добиться, что-то для себя изменить к лучшему. Единственное, что все эти шансы, ну вот за ними нужно тянуться. Это не падает в руки, это вам не предлагают на блюдце с голубой каемочкой. Это нужно именно вот прям работать, тянуться, быть готовым, говорить, что да, вот она я, да, я готова, я хочу, мне это надо. То есть вам нужно будет добиваться эти шансы несколько раз.
Если смолчите, упустите. Если будете добиваться, получите. Жизнь свою поменяете. Еще показывают вот бизнес, дела, работа. Кто работает сам на себя, да, свой бизнес имеет, ну, растет ваш авторитет. И я так понимаю, что вы именно благодаря этому коридору затмений даже от каких-то конкурентов избавитесь. Может быть, даже от самых жестких конкурентов избавитесь. Но вы честный человек, вам нечего бояться. Единственное, что вот эмоции, да, с эмоциями нужно будет справляться. Если вы работаете на кого-то, в коллективе, например, то могут быть скачки настроения, может что-то ужесточиться, а потом, наоборот, резко смягчиться. У людей могут что-то забрать, а потом неожиданно дать. Ну, например, там объявят, что премии срежут, да, а потом объявят, что все-таки вернут и еще и там увеличат эти премии. То есть какие-то такие моменты, нужно будет просто их пережить, ни на что не реагировать, потому что это просто бесполезно, да. На людей затмения действуют, коридор затмений действует, люди вот сами себя не понимают, своих решений, поступков, эмоций. Просто нужно с терпением относиться ко всему тому, что будет с вами происходить, либо вокруг вас будет происходить. Также, мои хорошие, коридор затмений лицом к лицу поставит прошлое и настоящее. Я так понимаю, что из прошлого что-то всплывет, либо кто-то всплывет, кто не был до конца забыт. Допустим, да, возможно, у вас были отношения с кем-то, вы расстались, время прошло, но вы до конца не отпустили этого человека. Вот коридор затмения этого человека к вам приведет. Ну, чтобы вы либо окончательно поставили точку, либо чтобы вы поставили запятую и начали дальше писать свою историю. Ну вот мне идет, что прошлое, да, лицом к лицу с настоящим. Очень волнительно, очень переживательно. Если, опять же, чувства настоящие были, и они взаимные, то, скорее всего, будет запятая. Если это все было такое, знаете, напускное, то будет поставлена точка, и не будет никаких сожалений. И это уже будет окончательный разрыв и освобождение именно от прошлых эмоций. Может, жалели вы, да, может, переживали, может быть, ни с кем не могли выстроить отношения, потому что прошлое не отпускало. Так, еще будут букеты, но эти букеты какие-то фальшивые, не настоящие. Предложения, ну, они как бы, да, они будут, но эти предложения, им не суждено осуществиться. Вам что-то могут предлагать, но это все как бы, знаете, как мара, да, не настоящее. Остерегайтесь громких, ярких предложений и остерегайтесь соглашаться. Либо говорите так, что я дам ответ после 21 числа. Вот так будет самое правильное. Потому что если это предложение не настоящее, то до 21 числа оно точно исчезнет. Да? А если вы дадите ответ раньше, то вы будете на это надеяться, вы будете к этому готовиться. А потом окажется, что это все ерунда. Это как разочарует вас. Так что лучше после 21-го все решать. Дальше показано, что вы что-то сможете приобрести, но то, о чем сейчас не думаете, либо то, что кажется невозможным. Ну, опять же, ситуации разные бывают. Может, там продавец с ума начнет сходить в коридор затмений и там решит спустить все цены, и буквально там чуть ли не даром можно будет приобрести. Может быть, какие-то люди будут реагировать на коридор затмений тем, что им захочется там все бросить и куда-то уехать, да, навсегда. И будут распродавать за сущие копейки хорошие вещи, да. Вот, что-то сможете приобрести. Нет, вы не пользуетесь ситуацией, вы просто в ней живете, да, вы ее проживаете. И если вам предлагают, почему бы и нет, да, почему бы не воспользоваться. Все, что вы приобретете в коридор затмений, всем этим вы будете пользоваться в своем будущем, как на благо вам, да, будет служить. Еще я вижу у вас, что два человека с разных сторон, один с одной стороны, другой с другой стороны, будут вас поддерживать, да, окажут вам очень мощную поддержку. Я не могу сказать, кто эти люди, но
вам будет очень приятно. Возможно, за всю жизнь вас никто никогда не поддерживал. Тут сразу два человека. Два человека, каждый со своей стороны, делает все возможное и невозможное для вас. И это очень и очень приятно. Также я вижу, что вы на какой-то огромной кошке просто верхом сидите. Это не знак того, что вы на ней катаетесь, это знак того, что вы ее покорили, приручили, либо как сделали послушной, да? Вам удастся договориться с какой-то очень, давайте так, чтобы никто не обиделся, очень спорной особой, в плане того, что кошка — это женщина, и кошка — это все-таки неприятная женщина, либо опасная женщина. Вы на ней сидите сверху, либо вы ее обезвредили, либо вы ее выдрессировали, да? Она как бы абсолютно вас слушается. То есть ваша позиция выше, ее позиция ниже. То есть вы на ней сидите, да, как бы вы ее подавили. Возможно, у вас есть соперница, либо конкурентка, но тут как бы ваша возьмет, да? Вы окажетесь гораздо сильнее, вы все сделаете красиво, да так, что эта кошка будет вам служить, а вы на ней как бы сверху будете сидеть. Еще я у вас вижу колодец. Из колодца начинает пробиваться вода. Колодец — это вообще ресурсы. Колодцем очень часто еще показывают здоровье человека. Пробивается вода — это улучшение, это изменение. Опять же, и здесь нам показали, что в материальном у вас улучшится. И здесь нам колодец показали. Это очень хороший знак. Вода прибывает. Вот. Если ресурсы были растрачены, и вам казалось, что все как бы, здоровья там не будет, счастья не будет, денег не будет, вы очень сильно ошиблись. Именно в коридор затмений у вас вода пробивается. Вот здесь показывают птицу, очень похожую на жар-птицу, либо на птицу феникс. В принципе, это одно и то же, да? Птица, которая начинает крыльями махать. Новые крылья выросли. Если вы попали в какую-то неприятную историю, опять же, со здоровьем, личной жизнью, либо какие-то вообще лишения, беды выпали на вашу долю, то вы возрождаетесь к новой жизни. Мало того, что вы крылья себе длинные отрастили, это еще с левой стороны, то есть, да, это неожиданно для вас. То есть из коридора затмений вы выйдете, просто взлетая вверх. То есть улучшения в жизни пойдут. Улучшения, причем достаточно конкретные. Такой хороший очень знак. Кто бы ни пытался вам подрезать либо сломать крылья, у него либо у нее это не получилось. Вы станете еще сильнее, будете летать. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.